Орел слова снова на вершине. Да, дорогие друзья, я вас приветствую. Бой между двумя атлетами начинался весьма динамично, хотя Орел работал первым номером в узнаваемом атакующем манере. Но Гейджи не собирался быть простой боксерской грушей. Американец отвечал на каждую атаку Нурмагомедова, создав пару опасных моментов. Хабиб совершил пару результативных проходов в ноги, однако неэффективно броска прогибом, но решительно доминирование в партере совершить не смог. Впрочем, результат Гейджи был не лучший. У него несчастливая пара удачных контрактов, но на этом все. Первый раунд незначительным перевесом остался за Хабибом. Вторая пятиминутка началась похожим образом. Нурмагомедов подвиливал оппонента, но агрессивного размена ударами не было. Дагестанский борец попытался удивить соперника в нехарактерном для себя стиле, ударив ногой в верхний уровень. Однако исход схватки, как обычно, решила борьба. Через 1,5 минуты второго раунда Хабиб удачно прокинул Гейджи на канвас, возле сетки закрыл треугольник сверху, а когда Гейджи попытался выбраться, провел чистый болевой, едва не лишив сознания соперника. В итоге сдача у Гейджи была очередная победа на счету Хабиба. Однако, несмотря на триумф дагестанца, схватка стала большим разочарованием и для его фанатов, и для боссов UFC. Нурмагомедов признался, что этот бой станет последним в его профессиональной карьере. Все-таки смерть Абдулманапа Нурмагомедова от коронавируса повлияла на титулованного спортсмена. К огорчению публики он рассказал, что пообещал матери не выходить больше в октагон без своего главного тренера, покойного отца. Дорогие зрители, подошел к концу, и вы что об этом думаете? Правильно ли он сделал, Хабиб? И что вы думаете об этом? Пишите в комментарии. Поставьте лайк.